земляки, мы выходим в эфир с важной новостью. На республику надвигается позитивный циклон. Буквально через мгновение Коми накроет волной хороших новостей и ветром новых знакомств. Это студия 11, и впереди целых 20 минут погружения в информационную жизнь нашего края со знаком плюс. Итак, начнем, и вот чем удивим сегодня. Дамы и господа, надевайте свои лучшие платья и фраки. Идем на бал. Турники и футбольное поле. Как преобразилась спортивная жизнь Сыктывкара. Цветочные эксперименты. Очищаем воздух с помощью горшечных. Кто из нас откажется потанцевать под зажигательную мелодию в приятной компании? Сейчас для этого достаточно телефона и плейлиста с любимыми песнями. Раньше же организовывали целые балы. На них собирались знатные лица города, и обязательным пунктом вечера была живая музыка. В наше время балы мы видим только в фильмах или книгах. Сотрудники литературного музея Куратова решили исправить это и разработали экскурсию «Собираемся на бал». Окунулась в светскую атмосферу Мария Дымова. Эпоха балов в России началась в XVIII веке благодаря Петру I. Дамы и кавалеры собирались, чтобы потанцевать, поделиться новостями и, конечно, рассказать новые сплетни. Такие вечера проводили и в Усть-Усольске, в современном Сыктывкаре. Дом Суханова и сейчас собирает гостей. Традиционно осень – это сезон балов. Вот и экскурсия «Собираемся на бал» появилась в эту дождливую пору в 2011 году. Сотрудники литературного музея Куратова взяли за основу повесть Александры Ишимовой «Зырянка» о культурной революции в Коми и решили вдохнуть в произведение жизнь. Я думаю, что бальная светская культура именно для подростков, она интересна тем, что вместе с расстановкой сил, какими-то правилами поведения, она дает некие ориентиры, а как быть, как подойти учтиво, пригласить на танец или потанцевать, поиграть в какую-то игру, как правильно пошаркать, поклониться. И вместе с тем это ненавязчиво, это в стиле игры, и я думаю, что для именно вот подросткового возраста такой формат осенней жизни – это вот такая вот ожившая история. На импровизированном балу юным дамам и кавалерам некогда было скучать. За полькой шел полонез, за ним игровой танец-котильон, а после немецкий гроссфатер. И все это сопровождалось тайными посланиями. Вы что-нибудь слышали о языке веера? Личный разговор девушки с молодым человеком мог вызвать лишние слухи. Веер же добавлял секретности беседе. «Сударыня, как вы ко мне относитесь?» Чтобы показать симпатию, правой рукой с закрытым веером надо было указать на сердце. Если же чувств нет, резко закрыть веер. Чтобы назначить время свидания, требовалось открыть нужное количество лепестков. Теперь чуть больше о светской жизни Усть-Усольского бомонда узнали и школьники Ижемского района. Они приехали в столицу Коми в рамках программы «Этнокультурная экспедиция в Сыктывкар». На подобном мероприятии мы, конечно, в первый раз. Замечательное мероприятие. Нам сразу захотелось провести такое же в нашей школе. Ребята очень раскрепощенные, им очень нравится. Мы сами в восторге. Очень много исторической информации. Прививается культура детям. Наполнение экскурсий постоянно меняется. В этом году, к примеру, в музее побывала танцмейстер, преподаватель старинного танца. Благодаря ей в программе появилось несколько новых композиций. В планах организаторов экскурсии «Собираемся на бал» обзавестись историческими или псевдоисторическими нарядами, чтобы добавить атмосферы и еще больше увлечь школьников живыми страницами истории родного края. Миллионы советских подростков по всей стране весной, летом и осенью гоняли мяч, а зимой махали клюшкой. Во дворах и школьных стадионах они не только постигали основы футбола и хоккея, но и воспитывали в себе спортивный дух и стремление к победе. До недавнего времени казалось, что спортивные площадки так и остались в СССР. Но теперь во дворах разных уголков Коми мы видим новые спортивные комплексы, хорошо оборудованные и, что приятно, доступные каждому. О том, как меняется спортивная дворовая жизнь, нам расскажет Михаил Дудников. Михаил, здравствуйте. Добрый день. И вот если брать период с 2020 года, как много площадок было, так скажем, сделано новых? Хотелось бы больше, на самом деле, но радует, что что-то получается. Благодаря участию в различных проектах
Дворовая спортивная инфраструктура развивается. В 2020 году были введены 2 крупных стадиона, сравнительно крупных. Это вот микрорайон Давпан и Верхняя Максаковка. Благодаря народному бюджету, собственным средствам муниципалитета сделали несколько универсальных площадок в разных частях города. Это и баскетбольная площадка в Кировском парке. Вот в этом году получилось начать реконструкцию дворовой площадки на Коммунистической 59, а также по проекту «Комфортная городская среда» на Коммунистической 72 сделана комплексная площадка, такая универсальная, там и детский уголок, и воркаут-комплекс, и спортивная площадка универсальная. Потихоньку двигаемся. Вот знаете, всегда это очень приятно слышать, как меняется Сыктывкар в лучшую сторону. Я бы хотела затронуть еще такой момент. Понятие «инклюзивный спорт» сейчас активно внедряется в нашу жизнь. Площадки, которые сейчас появляются на улицах Сыктывкара, можно ли их считать доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья? Да, безусловно, стараемся этому уделять внимание. Все проекты, которые реализуем, стараемся делать максимально доступны для лиц с ограниченными возможностями. Понятно, что для каждой категории, может быть, каждую площадку невозможно сделать абсолютно доступной, но в существующих условиях стараемся. То есть проекты максимально там безопасны по условиям подъезда, по условиям тренировок. Есть одна специализированная площадка, к сожалению, пока одна. То есть в Кировском парке, на территории детского парка, там инклюзивная площадка, но на ней занимаются с увлечением и в достаточно комфортных условиях и здоровые люди. Это на самом деле очень здорово. Надеемся, что таких площадок будет все больше. И я думаю, что какую-то обратную связь вы все равно получали. Что говорят жители города о этих нововведениях во дворах Сыктывкара? Самый главный показатель того, что жители благодарны, это то, что площадки всегда задействованы. Очень много людей на различных, причем, зонах площадок. Это и беговые дорожки, и игровые поля, тренажерные комплексы, воркаут-комплексы. Это значит, что сыктывкарцы тянутся к физической культуре, к спорту, с удовольствием занимаются, и значит, мы идем в правильном направлении. Ну и сейчас уже на носу зима, и все зиму любят, знаете, так покататься на коньках. Каждый год в Сыктывкаре появляются бесплатные катки. Традицию в этом году будете продолжать? Да, обязательно. Я думаю, нам горожане не простят, если мы откажемся от этого. Действительно, более 10 лет мы уже заливаем открытые общедоступные катки. В этом году уже определено 17 мест заливки. Это возле учреждений спортивных города, где-то возле общеобразовательных школ, где-то именно во дворах. Работаем еще над парой мест заливки, надеемся, что получится. Вот. Так что будет где покататься в непосредственной близости от места жительства. С полным списком бесплатных катков можно будет ознакомиться в группе ВКонтакте администрации города и на сайте. Спасибо большое, что пришли к нам. Желаем вам и нам побольше новых спортивных комплексов. Спасибо. Спасибо вам за интерес к этой теме. А ведь бабушки наши знали это еще полвека назад. Ученые доказали, что растения способны очищать воздух в помещении. Эксперименты проводились с 3 популярными комнатными культурами – драценой, спатифилумом и замиокулькасом. Ученые провели серию экспериментов, в ходе которых наблюдали за комнатными растениями. Каждый цветок помещали в испытательную камеру с воздухом, как будто бы из офиса, расположенного рядом с оживленной дорогой. В течение часа все растения, независимо от вида, смогли удалить около половины диоксида азота в камере. При этом производительность растений не зависела от окружающей среды. Например, от того, стояли ли они в светлых или темных помещениях, была ли почва влажной или сухой. А что же с углекислым газом? Растения и с этой работой справляются. Правда, здесь уже прослеживается сильная зависимость от факторов окружающей среды, таких как время суток, содержание влаги в почве и освещенности помещения. 10 лет. Вроде не такой уж большой временной промежуток, но сколько воды с тех пор утекло. За это время изменилось многое. Как же выглядела столица нашей любимой республики в 2012-м? Ответ на этот вопрос мы нашли на просторах интернета.
Прерываемся. Увидимся? Нет, не спустя 10 лет, буквально через пару мгновений. Студия 11 обещает вернуться, не переключайтесь. И снова здравствуйте! В эфире вновь самая жизнерадостная программа нашего телепространства. Студия 11 готова и дальше делиться позитивом. С вас улыбки и комментарии. Совсем не обязательно разговаривать с телевизором. Вы можете поделиться своим мнением по поводу того или иного сюжета в группе Юргена ВКонтакте. Итак, чем будет наполнена вторая часть инфозабега, расскажу в анонсе. Мастерская в родовом гнездышке. Василий Адамчук провел экскурсию по творческому пространству. Первые гастроли и лонг-лист «Золотой маски». Чем еще похвастается молодежный театр Коми? Информационная помощь. Кто эти люди, сидящие на проводе номера 122? По последней переписи населения оказалось, что в нашей республике проживает чуть больше 730 тысяч человек. И я уверена, что каждый из этого числа по-настоящему хорош в своем деле. Сыктывдинец Василий Адамчук из дерева создает самые настоящие произведения искусства. Его творческая мастерская расположилась в родовом гнездышке. Туда и отправился Илья Зубов, чтобы познакомиться с мастером. Василий, соскучились по вам бесконечно. Огромное спасибо за то, что пригласили нас, вернее, к вам домой. Вы здесь правда живете, да? Да, здесь мое родовое гнездо. Прямо родовое. Я хотел сделать на этом акцент. Здесь родители ваши, деды. Здесь не деды, здесь начал отец мой строить для меня. И здесь мы с моей семьей, у меня 4 детей, здесь живем и наслаждаемся жизнью. Здесь невозможно ей не наслаждаться. Там вон замечательные кролики, там внизу куры. Давайте посмотрим сначала на это, потому что я настолько от этого отвык. Посмотрите, они настоящие. Офф-топ, конечно. Это кайф. Эй, там курицы настоящие живут. Ну и надо перейти, конечно, к непосредственному ремеслу. Вот все, что мы видим из дерева, это все сделано тобой, Василий, так? Сделано не совсем все мной, но нашими совместными усилиями. Как бы некоторые элементы делал только я один. Это, допустим, вот моя страсть и мое такое увлечение называется стиль корнепластика. Это родовое древо я здесь изобразил. То есть я люблю все сучки, все вот эти изогнутости. Это мое любимое дело. Мы изначально дальше посмотрим издалека с нашим режиссером, подумали, что это единорог, а это просто не просто, а очень красивая конь или лошадь, да, с вилами. Мы нашли гнездо, и птички здесь его поселили. Ну, там кто-то живет до сих пор? Да нет, наверное, не живет, но вот как-то захотелось. Это что? Вот здесь вот это я вырезал лошадь, и здесь, если присмотреться, вот эта девочка, которая как бы в гриве лошади обнимает ее. Здесь, кстати, вот делали на мастер-классе куколку, берегиню. Она здесь тоже у нас поселилась. А это сокол? Это сокол, да. Это сокол. Тоже вот такая задумка. Ну, в такой испанно интересная. русской стилистике. Да, с нужным орнаментом. Да. Вот здесь вот у нас как бы элемент тоже такого ландшафтного дизайна. Камней я тут приволок, нашел, где только не находил, сразу грузил, сюда ввез. Ну и поставили просто бревно. Изначально хотели что-то вырезать из него, а потом оно так здесь прижилось. То есть все, кто здесь ходят, в основном дети и друзья, то есть раз присел, очень удобно, вольготно, некоторые даже ложатся. Ну, приятно, то есть дерево, это все-таки теплый материал, природный. Ну да, казалось бы, покато, но все равно удобно. Но смотри, если ты занимался бетоном, тогда рассказывал всего лишь 2 года, то с деревом, наверное, у тебя история подлиннее. Да. С деревом мы занимаемся, то есть, я лично занимаюсь, наверное, около 15 лет. Это вообще у нас липа. Здесь вот у меня, я как бы потом еще хочу заниматься, вот капы, то есть насобирал тоже, нахожу, где там на дрова там колят, и я вот подсобирал, то есть себе. Всякие такие вот вещи
чугунков. Это к обеду ты созываешь семью, Это я сигналю, что я дома. как на шхуне. Да. Ну вот здесь вот эта скульптурная композиция называется «Балдуханы». Это как такой обережный тотемный столб. И это вообще первая моя работа, которую я вырезал ножом и топором. То есть нашел сучкастую, получается, палка лежала. Я что-то взял и вот начал что-то там долбить, вырезать. И вот получилось, это все сучки получается у нас. Видите, я все их обыграл. Талантливые, активные, творческие. Уж сколькими прилагательными можно описать артистов, которые служат в молодежном театре нашей республики. Совсем недавно труппа вернулась с первых гастролей. Ездили артисты в Якутию. О том, как они прошли и о многом другом, мы поговорим с гостями нашей студии Михаилом Матвеевым и Ильей Кеслером. Михаил Николаевич, Илья, здравствуйте. Добрый день. Начнем все-таки с гастролей. Как же они прошли первые гастроли в Якутию? Я думаю, что это на самом деле очень большое событие, потому что в истории, даже в нашей театральной истории, так далеко мы, наверное, побывали вообще первый раз за 100 лет. А тем более молодежный театр, он-то всего лишь 3 года насчитывает своей истории, и уже такие гастроли состоялись. Замечательно. Очень хороший прием, очень интересные спектакли. Я думаю, что для нас это было событие и для якутского зрителя то же самое. Илья, какие спектакли вы показали якутскому зрителю? Мы показывали спектакли СКТВКР и игра в фанты. Перед тем, как мы начали общаться, вы сказали о том, что якутский зритель немножко отличается от нашего коми-зрителя. Чем? В целом, по общению с людьми, мне показалось, что мы очень близки и похожи друг на друга. Вот я думаю, Михаил Николаевич подтвердит это, скажем так, по духу. А что касается зрительского восприятия, то они, конечно, очень активные и в какой-то степени даже горячие зрители по сравнению с нашими. Да, очень искренний, очень непосредственный зритель. И как раз искренность восприятия, представления на сцене. Да. Зато все это с такой благодарностью принималось, с такими овациями. Каждый спектакль завершался, просились за автографами, просились на встречу, и там, если встреча состоялась, то час не отпускали актеров. Вот все было вот так. И вот такой он зритель якутский. Почему выбрали именно эти спектакли? Игра «Фанты Каледы» — это, мне кажется, современная и очень актуальная пьеса, например, особенно в постановке Рассыхаева Дениса. А СКТВКР, это наш второй спектакль у нас в молодежном театре, который рассказывает о нашем городе, в первую очередь, и о некоторых городах Республики Коми. И там очень интересные есть монологи. Дело в том, что когда театр едет на гастроли, всегда важно представить театр, представить республику. И отсюда зависит название спектакля, который мы берем с собой. И, конечно же, Сыктывкар — это все-таки история документальная, можно сказать, история и Сыктывкара, и нашей республики. Ну и еще один уникальный момент был в этом спектакле. Вот когда мы его ставили, там вошел как раз эпизод, когда самолет, потерявший управление, летевший из Якутии, совершил вынужденную посадку в Ижме. И как раз случилось так, что мы привезли этот спектакль с этой историей в Якутск, где все это и случилось. 80 с лишним человек были спасены благодаря тому, что замечательный человек, наш земляк, который много лет содержал взлетную полосу в надлежащем состоянии. И это тоже добавляло какую-то новую нотку в взаимоотношения зрителей и артистов. Да, я думаю, каждый житель Республики Коми знает эту историю. В продолжении темы. Спектакль «Сыктывкар» продолжает Мань-Пупунер. И я хочу вас поздравить с тем, что буквально недавно он вошел в лонг-лист о «Золотой маске». Давайте об эмоциях поговорим. Что вы испытали, когда это узнали? Вы как директор, например, молодежного театра. Честно скажем, спокойно. Потому что это все-таки творческий процесс. И, слава богу, где-то заметили, где-то эксперты «Золотой маски» посмотрели, оценили, включили в лонг-лист. И надеемся, что спектакль также будет жить много лет и также будет рассказывать о республике. Эмоции очень положительные, рады. И, конечно же, для республики это тоже большое событие.
Это правда. Илья, какие планы у молодежного театра на новый театральный сезон? Ну, как всегда, радовать своего зрителя. И не только своего. Вот мы будем показывать каштанки, конечно же. Сейчас прямо идет репетиционный процесс по Чехову. Каштанка ставит Денис Рассыхаев. Это будет очень интересный проект. Спектакль. Напомним, 30 ноября, 1 декабря премьерные показы «Каштанки». Но если говорить о планах, конечно же, молодежный театр формирует свой репертуар. И если посмотреть, то здесь, конечно же, есть баланс с какими-то новыми творческими проектами, новыми формами спектаклей и классикой. У нас уже и повести Белкина, у нас герой нашего времени, у нас идиот, у нас каштанка, да, это все-таки русская классика. И для старшеклассников, для студентов это, я думаю, что очень актуальный репертуар. Ну что ж, я ничуть не сомневаюсь, что молодежный театр будет радовать дальше нашего зрителя и зрителей из других городов. Михаил Николаевич, Илья, спасибо большое, что к нам пришли. Надеюсь, что поводов пообщаться у нас еще будет немало. Спасибо. Спасибо. Вот бывает такое, нашел что-то свое и делиться этим не хочешь. Особенно с представителем другого вида. Не понимаете, о чем я? Тогда взгляните на следующее видео. Жители республики активно помогают тем, кто на передовой. Передают теплые вещи, медикаменты и многое другое. Некоторые занимаются духовной поддержкой, пишут стихотворения и песни солдатам. Мы же хотим рассказать о еще одной категории людей – волонтерах номера 122. Подробнее в сюжете Евгении Розовой. Вот уже в 6-й раз Галина Нагаева выходит в смену на горячую линию 122. Волонтером она стала практически сразу после объявления частичной мобилизации. Кто-то помогает деньгами, кто-то что-то вяжет, делает, шьет. Кому-то надо общаться с людьми. Поэтому я для себя выбрала, наверное, это порыв души, такое направление добровольческой деятельности, это общение с людьми, потому что им, тем семьям, да и друзьям, коллегам семей, ребят, которые мобилизованы уже на сегодня, очень тяжело, и, несомненно, помощь, вот видите, уже звонок идет, помощь очень важна. Семья, работа, активная общественная деятельность – все это Галина Нагаева оставляет за дверью колл-центра и на 4 часа погружается в жизнь других людей. И звонков, конечно, в первое время поступало очень много. Ребята, которые тоже волонтерами работали, они захватили пик звонков. Сейчас уже, более-менее ситуация выровнялась. Люди обладают большим объемом информации, в том числе благодаря и нашей горячей линии 122. Оперативно найти информацию по любому вопросу помогают скрипты. И номера телефонов профильных ведомств и служб всегда под рукой. Ну а уж если совсем сложный вопрос, то и на него сообща найдется ответ. Ходишь на смену, видишь человека первый раз и понимаешь, что просто единый духом, команда. Даже 4 часа мы можем имя друг друга не знать, но мы помогаем друг другу. Это такой вот дух команды чувствуется, это очень приятно. Среди тех, кто всегда поддержит, опытный волонтер Мария Иванова. Вот уже несколько лет студентка добровольно делает мир лучше. Когда был ковид, мы помогали жителям, покупали в магазинах все необходимое, что им требовалось, и разносили по квартирам. Особенно это было важно для старшего поколения, которому не стоило тогда покидать дом. А сейчас помогаю здесь, в колл-центре. Я вообще считаю, что всегда нужно помогать, особенно в такие трудные времена. Мы живем в одной республике, в одной стране, и очень важно сейчас чувствовать поддержку друг друга. И если я могу таким образом помочь, я, конечно, помогаю. На этом у меня все. Пусть ваши дни будут наполнены теплотой, радостью и хорошим настроением. В эфире была программа «Студия 11». До новых встреч!